О том, как они бросятся обнимать своих близких, эти женщины представляли, наверное, каждый день. С тех пор, как узбекская милиция силой увезла на свою территорию 4 кыргызстанцев, прошли почти 3 недели. Сегодня ночью, после долгих переговоров, работников телевышки на границе вернули домой. Побритых, уставших и не очень словоохотливых. О содержании в узбекском заключении все как один отзываются хорошо. Все хорошо. Хорошо, что нашим силовым органам, государственным руководителям удалось найти общий язык. Там к нам относились нормально. Примите это в дар за то, что вы подарили нам такую радость. Кто-то из встречающих успел подготовить подарки для милиционеров. Местные считают, что освобождение захваченных кыргызстанцев их заслуга, а кто-то даже не ждал, что пленников освободят именно сегодня. На каких условиях удалось вызволить 4 задержанных, кыргызские власти не говорят. На ребят там по решению суда наложили штраф. Однако, если даже им предъявили обвинение по незаконному пересечению границы, это действует только на территории Узбекистана. Здесь они считаются невиновными. Решение суда никак не повлияет на их семьи, детей. Что будет теперь с радиорелейной станцией, которая обеспечивает связью и ТВ-трансляцией ближайшие села, неизвестно. Телевышка, на которой работали 4 кыргызстанцев, находится на вершине горы Унгарто. По версии Бишкека, этот участок границы еще не описан. Определить, кому он принадлежит, должна специальная двусторонняя комиссия. Вместе с этой версией государственные СМИ озвучивают и другую. Территорию Унгарто якобы уже передали соседней республике при прежнем президенте. Переговоры ведут, что это несогласованный участок, и там не должны находиться ни наши военнослужащие, ни их военнослужащие. В связи с тем, что этот объект наш кыргызский, поэтому наши граждане там вели свою деятельность, то есть работу. Узбекская версия инкриминировала им нарушение государственной границы. Что по этому поводу думает официальный Ташкент, непонятно. Ситуацию там никак не комментирует. Узбекский десант тем временем исправно в одно и то же время сменяет караул на горе и подвозит провизию для своих силовиков. Чебек Бегалиева, Азат Антумаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.